4 июня 1992 года произошло одно из самых важных в истории ингушского народа событий. Верховным Советом Российской Федерации был принят закон об образовании Ингушской республики. С образованием республики возникла необходимость разработки государственной символики и Конституции Ингушетии. В 1993 году был утвержден гимн, а уже в следующем, 1994 году, официально приняты Конституция, флаг и герб. Участие в разработке государственной символики и Конституции Республики приняли талантливейшие ингушские художники, поэты, композиторы, ученые. Из множества вариантов авторитетными комиссиями были выбраны те, что наиболее полно и ясно отображали самобытность ингушского народа. И герб, и флаг, и гимн, я вам скажу, я не как депутат, как чиновник буду говорить, как житель нашей республики. Настолько удачно все сложилось. У нас великолепный флаг, прекрасный гимн, герб, все сочетается. Хотел бы несколько слов сказать про нашу Конституцию. Как вы знаете, Конституция нашей республики принята 27 февраля 1994 году. Конституция, конечно, это правовой документ. Это по Конституции должны жить все. Высший документ, позволяющий республике сохранять свой статус, определенное место в жизни, в сообществе Российской Федерации. Государственная символика и Конституция Ингушетии отражают не только культуру и историю ингушского народа, но, что вполне понятно, и личное видение авторов-разработчиков. Чтобы лучше понять заложенный в каждом символе смысл, получить исчерпывающее представление об основополагающем документе нашей республики Конституции, мы решили обратиться к личностям, которые стоят за их созданием. К сожалению, не со всеми авторами нам удалось встретиться в ходе подготовки этого материала. Обстоятельства сложились так, что мы не смогли записать автора музыки гимна Ингушетии Руслана Зангиева и автора Конституции нашей республики Мурата Келигова. В этих случаях нам придется ограничиться известными сведениями. Первым мы посетили автора герба республики, народного художника Ингушетии, члена Союза художников России, Союза журналистов России Руслана Ильдиева. Наш герой проживает в Кантышево. Эту часть села называют Гиреевским хутором. Внешний вид дома, его внутреннее убранство о многом говорят. Во всем чувствуется рука художника. У Руслана небольшое хозяйство и сад, который является для него своего рода отдушиной. Для меня это как, называется сейчас хобби, свободное время. Бывает, глаза там плохо видят, рука устает, или еще вышел в саду, походил, там где-то обрезку, где-то что-то подправил, где-то пересадил. Она увлекает, и какие-то заботы бывают у человека, от них как-то отвлекаешься. В общем, если это интересно. А если это не интересно, это подневольный труд, лучше не заниматься. Но если вообще за сад говорить, я здесь поселился не потому, что гора крутая или там свежий воздух. Мне нужна была земля. Я жил в Малгобеке. Здесь худо-бедно что-то можно было, была такая идея, заниматься чем-то на земле, выращивать что-то, возиться в саду, помимо основной работы. И вот как-то началось лет, наверное, 20 назад. Я посадил несколько деревьев, потом пытался научиться прививку делать, самостоятельно на ошибках научился этому. Потом, как коллекционер, уже начал собирать разные сорта. Интересное занятие, меня это как-то увлекало. Потом пошло, и вот со стороны, с Крыма, Сочи, Ставрополя, из Чечни, Дагестана разные интересные вещи стали поступать, там знакомые завелись. То, что я работаю, в каком смысле можно назвать это работой? Ну, я как коллекционер. У меня около 40 сортов яблонь, столько же сортов груш. Вот сейчас мы стоим под хурмой.
Я забыл название этой хурмы, но у нас хорошо районирована россиянка, сорт хурмы. Она и крупнее, но вот эта хурма выдерживает морозы. 10-20 градусов она выдерживает. А вот выше хурма дагестанская, но она, можно ее назвать дикая, она мелкая, но не менее полезная, если не более, чем это. Помимо того, здесь груши интересные есть. Есть до килограмма доходят груши. Одна груша. Полкилограмма. Руслан Эльдиев из того поколения ингушей, которые родились в ссылке. Таким образом, по воле судьбы, Казахстан стал для него родиной. Родился я в 1951 году, за 2 года до смерти Сталина. Мы, правда, вернулись в 1956 году. И как вернулись? Тогда они возвращались. Нас выселили из селения Шолхы, это Октябрьское. Мы вернулись в 1956 из Киргизии. В Киргизию мы попали в 1955 году. Из Казахстана. Я родился в Караганде. В 1968-1969 году я был в Караганде, я видел дом, небольшая времянка, близ Караганды, где я родился. Ну, а родины назвать я ее не могу, потому что я Казахстан почти не помню. Помню, мне 4 года было, помню голод какой-то, вот все время поиски чего-то съестного. И были вещи, которые, может быть, сейчас не очень интересно будет рассказывать, но на первом месте все-таки было, чем бы живот наполнить у детей, у взрослых. В 1956-м мы приехали, в нашем доме жили осетины. Приходили с этой, с другой улицы осетины, не верили, что ингуши приехали. Посмотреть на живых ингушей, на нас приходили смотреть. Сейчас называется селение Тарское. Оттуда были, в села не пускали ингушей. Они там начали рыть, называли, они сами ингуши называли окопы, землянки, времянки какие-то. И рядами как бы улицу построили, в этих норках жили. Часть потом было время, когда сказали, неправильно приехали, власти категорически против были заселения, появления. Отвозили в Беслан со своим скарбом, с чем ты приехал, и отправляли опять в Казахстан. И когда начали в 1957-м ингушей частично как-то выборочно, не знаю как, опять в Казахстан отправлять, у нас родственники поселились в Малгобеке, срочно сказали, приезжайте сюда. Здесь пропишут, а если пропишут, то не вышлют назад. В 1957 году, ранней весной, мы уехали в Малгобек. И там я прожил, можно сказать, до 2000 года. Изобразительным искусством, которое впоследствии стало основным делом его жизни, наш герой увлекся в детстве. Дело в Малгобеке было. Я был во 2-3 классе, Отец работал сторожем. Ну, тогда он никакой какой-то профессии не имел, сторожем оформился. И вот вечером, когда он принимает объект, все там пересчитывается, утром надо сдавать, на стройках это. Почти вот все эти этажные дома в Малгобеке я охранял. Будка стоит, вагончик, прорабская, я там сижу, делать нечего. И в основном там карандаш, ручка, бумага валяется, или что-то найдешь. И в свободное время рисовал, как-то пристрастился. Потом в школе пошло, вот лучше всех рисует Руслан. Потом я уверился, что я хорошо рисую. Потом в какой-то газете прочитал 1 место, я завоевал, мне какие-то подарки дали, книги. И вопрос встает, кем ты хочешь стать. Я отвечал, или художником, или журналистом, или вот, не знаю, вот свободная профессия мне нужна. В это же время и в школу я ходил, и коров пас, и среди 2 брата у меня, младший и старший, почему-то
Получалось, старший, это его надо уважать, иди ты корову отгони утром, иди ты посиди за сторожа, этот слишком маленький, второй. В общем, груз какой-то валили на меня, и я нес этот груз, и сейчас не жалею, ничего со мной не случилось. Вот те рисунки, что я начал во время вот этой своего дежурства, охраняемой объектах, вот оттуда, наверное, как-то и пошло. Но помимо всего, бывает, другой бы сидел, может, он чем-то другим бы занимался, а я занимался тем. Потом библиотека была небольшая в Малгобеке, я там все, что можно, перечитал за 8 лет, можно сказать. Сегодня, видя высочайший уровень художественного мастерства Руслана Ильдиева, трудно поверить, что когда-то он столкнулся на этом поприще с серьезной неудачей. Тем не менее, начало творческого пути нашего героя было совсем непростым. Я первый раз поступал после 8 класса в Ростове, художественное училище, хорошее училище там. Помню, дед меня проводил, на поезд посадил, я поехал. На экзаменах я почему-то опоздал в то утро, но я пришел вовремя, но заранее там уже листы раздавали, все. Наверное, объясняли задачу, а может и не объясняли, не знаю. Я приступил к рисунку, первый экзамен рисунок. И когда группа человек 20 рисует, я там смотрю, кто-то лучше, кто-то хуже рисует. Но мой рисунок мне нравился. И вот дали стандартный лист большой, на нем надо было, оказывается, 3 задачи выполнить. Правильно скомпоновать. То есть композиция на этом листе, смотря какой размер листа, надо правильно расположить вот эти предметы, натюрморт. Не больше, не меньше, вот по границам. Но я что сделал? По своей наивности очертил. Линейкой чем-то очертил вот так круг, чтобы красивое поле было вокруг бюста. В рамку. Да, и залепил сюда этот рисунок. Я первое условие я уже не выполнил, я не скомпоновал. Потом надо построить, потом свет тени решить. Я этих задач вообще не предполагал и не знал, и старался сделать как можно лучше. И помню, там, видать, тоже с какого-то колхоза девочка была рядом. Она обошла всех, подошла, говорит, у тебя самый лучший рисунок. Я как-то самодоволен. Да, говорю, я такой. Вывесили оценки, я не прохожу, до свидания. Вернулся домой, а там экзамены раньше в художественных училищах. Обычно в технических, там позже. Я в техникум сдал документы и поступил в этот техникум электронных приборов. 100 лет он мне не нужен был. Просто, чтобы не вернуться в школу. Мне сказали, что я вряд ли поступлю, это очень трудно. Ближайшие друзья. И как бы назло им я поступил в этот техникум через год на заработки. И вот так пошло. Нефтяную отрасль в Малгобеке устроились там учеником, слесарем или кем-то, оператором проработал. Потом в армию. Из армии вернулся, поступил в художественное училище в Дагестане. Оттуда перевелся сюда, ближе в Орджоникидзе. В общем, как-то незаметно все это время. Ну, в Орджоникидзе вы уже окончили, да, художественное там, училище? Да, я закончил училище. Потом, когда закончил, я-то помню, как я поступал, как я владел искусством. Подумал, надо открыть художественную школу в Малгобеке. Я пришел к министру. Чеченец был хороший, такой здоровый мужик, Сайханов. С ним поговорил, говорю, в Малгобеке народа много, детей много. Я скоро заканчиваю художественное училище, надо бы школу художественную. Он говорит, это хорошая идея, мы так пойдем навстречу, мы это сделаем. Когда я закончил, я приехал. Захожу, Сайханова нету, там был такой Митрофанов, замминистра культуры. Он мне сказал, какая школа, какой Малгобек, тут надо китайскую границу укреплять. Этот господин Митрофанов, замминистра культуры. Я на него где-то обиделся, резко там что-то сказал.
чтобы ему это не очень понравилось насчет китайской границы. Дождался Сайханова на второй день, опять поехал из Малгобека в Грозный. Он вызвал планового отдела, там женщина была такая старая, сказал составить документ, составить тарификацию. И это. А вопрос решался РСФСР, то есть не здесь, не в Грозном, а Российская Федерация. Бюджет оттуда закладывается. На это он сказал так: Гудермес не шевелится. Выделенные вот туда эти деньги, бюджет, в общем, не знаю, в плановом отделе, вот пусть Малгобеки открывают школу. И вот так открыли школу, я там проработал несколько лет. Первое время, может, хорошие такие ребята попались, многие поступили в художественные вузы, училища. И сейчас там работает парень Картоев, бывший мой ученик, директором школы. Теперь, если человек год, полгода, или месяц, или 4 года в этой школе учится, он точно знает, что ему надо делать на экзаменах. И он сдаст экзамен, если имеет какой-то талант, какую-то долю таланта даже. То, что я пролетел первый год после 8 класса, я это не забываю. В конце 80-х годов Руслан Ильдиев проживал в Орловской области. Там он открыл художественный кооператив. К возвращению на родину его подтолкнули известные перемены, которые тогда происходили в стране в целом и отзывались во всех ее регионах. Перестройка, Горбачев, съезд народов, и там выступает мой одноклассник Фаргиев Хамзат, там Муса Дарсигов, прочее, вот разговор за Ингушетию, за район, пригородный, все это. И вот у меня тема, вот эта работа, кооператив, все как-то стал я равнодушен к этому бизнесу. Я сворачиваюсь 31 декабря 89 года, еду 90-й год, я уже был в Малгобеке. Потом, время, помните, уже все как-то разрушалось. 91 год уже, вот касаясь герба, уже суверенитет объявляется, все такое. Я начал делать эскизы, наброски на тему герба Чечено-Ингушетии. Потом, 92 год, все это, в 92-м уже объявили, закон вынесли о создании республики Ингушетия. Потом 93-й, если вы помните. И вот я уже герб, эскизы делаю для республики Ингушетия. Уже конкурс объявили, потом этот герб мой приняли. То есть, депутаты, парламент, все собрались, утвердили. Этот герб вошел, стал одним из атрибутов ингушской государственности. Герб Республики Ингушетия был утвержден 26 августа 1994 года. Нужно сказать, что к этому окончательному варианту Руслан Ильдиев пришел не сразу. Я сделал несколько эскизов, что-то не нравится, что-то это. Потом я вам этот покажу, он у меня где-то и в телефоне есть. Вот этот герб, один из тех, может быть, он последний из этих 5-6, которые я думал представить на конкурс. Вот в этом гербе Столовая гора у меня. И на фоне Столовой горы башни, орел, все это сплетение такое. Я жил в Малгобеке в то время. Я приехал в Кантышево. Дело было, где-то не утром, но и не в обед. Где-то часов 10, наверное, утра. Я вот отсюда, с горы, с Кантышева, посмотрел на юг и четко вижу Столовую гору, с правой стороны Казбек и Лошина, вот это Дарьяльское ущелье. И вот тогда я подумал, почему я буду упираться в Столовую гору, давай-ка и Казбек, вот они и на Абисах уравновешиваются, вот эта композиция. То, что присутствует на нашем государственном гербе,
Гора Казбек-Башлам и гора Мятлом-Столовая, это дает географическую какую-то привязку к местности. Именно вот этого народа, который подписывается там, Ингушетия. И внизу на ингушском Валаймок. Значит, адрес, конкретный адрес. И этот адрес, Казбек, она давно стоит, гора. Да и Мятлом давно стоит. Они не будут меняться, исчезать, уезжать в Германию или в Бельгию, не пропадут. Увидеть пейзаж, заставивший Руслана Ильдиева кардинальным образом пересмотреть свою работу, во время нашего к нему визита мы не смогли. Помешала туманная погода. Этот вид, открывающийся с той местности, в которой проживает автор герба Ингушетии, мы запечатлели позднее. Несмотря на то, что герб оказался очень удачным, было немало у него и критиков. Были как-то разговоры, даже историки сказали по этому поводу насчет герба, он слишком насыщен, много предметов в нем. Да, есть вещи, есть гербы, где присутствует один какой-то зверь, хищник или добрый мишка, есть где-то просто орел стоит. Но моя задача, мне кажется, была вот то, что у нас на первом месте, то, что нас обозначает, кто мы есть. Материальная культура – это башня. Хотя есть и другие вещи, но насчет башни там со мной все согласятся. Это материальная культура. Мы этим и отличались на Кавказе. Нас и называли страна башен. Есть Дагестан – страна гор, а есть Ингушетия – страна башен. Вот Марковин пишет «в стране башен». И вот эта материальная культура и башня, и солнце, и горы, и орел, конечно, много. Но я выполнил задачу не просто вот лаконично какой-то герб создать, а я попытался рассказать об этом народе. Руслан Ильдиев сегодня в числе лучших художников Ингушетии, но огромный авторитет и громкие достижения нисколько не расслабили нашего героя. Он по-прежнему в активном творческом поиске. Руслан, вот об этой работе, что она последняя, да, получается, и какой смысл, суть вы туда закладывали? Ну, когда говорят последние, некоторые вздрагивают. Крайне. Крайне, да. Последнее, почему я вчера вот полночь, вот руки и сейчас не отмылись, масляная краска. Я занимался, писал в газетах, где-то в журналах, есть статьи по этнографии. Меня даже этнографом называют, историком, хотя и садоводом называют. Я все это терплю, думаю, ладно, хотя я знаю, что я только любитель. Но я люблю свой народ, люблю свой язык, люблю свою республику и говорю, что этим надо дорожить. А вчера, когда вот заговорили про этнографию, я поэтому и вспомнил, может, еще что-нибудь попробую насчет этнографии там подумать. У нас не было телеграфа, не было телефонов, горы, они извилистые, ввысь вверх, боком. Прокричать тоже невозможно бывает. И когда враги проходили, особенно в это ущелье Джейрах, по этим ущельям приходили и испокон веков. И вот зажигается где-то на какой-то высоте, зажигается огонь, передается кому-то, видно ночью огонь горит, оттуда сигнал, значит, идет враг. Они зажигают на другую высоту, потом, когда башни строили, эти костры начали жечь на башнях. На башнях вот плоская, крыша плоская, там деревянная крыша, деревянный потолок, все это забито глиной. На этой глине, ее когда глиной забивали,
поднимали глину, засыпали, потом смачивали водой, брызгали, и была большая здоровая дубинка, и обычно сильно здоровый человек колотил по этой глине, трамбовали. После этой хорошей трамбовки опять слой глины, опять это трамбовали. Дождь не проходил, то есть эта крыша не протекала. На этой крыше все время лежали дрова. Высохшие, хорошие дрова лежат, когда надо, их поджигают. Теперь ночью огонь хорошо видно. А вот днем огонь не так далеко не передается, вот этот телеграф, он тогда не работает. Добавляли зеленые ветки, то есть, чтобы густой дым. Когда дым поднимается с башни, дым уже видно. Зажигается следующее, и вот этот телеграф работал. Я вот знаю очень несколько, можно на пальцах пересчитать поселений, вот, где нет связи с другими. Это где-то место в низине, где-то вот в стороне, где-то за горой, что не видно. А в основном все селения связаны вот этими. Даже когда одно село специально на какой-то горе, просто одинокая башня стоит, это башня для передачи вот этой тревожной вести, что идет враг. И вот как днем, значит, по дыму ориентировались, ночью по огням, по кострам этим. И буквально, ну, бывало, конечно, люди спят, там не все заметят, там кто-то на коне проскачет, где-то там вовремя зажгут. И буквально вот за полчаса, за час вот эти костры уходили в одну сторону или оттуда сюда шли. Это была весть, что идет враг. И даже с какой стороны вот костер этот оттуда зажегся, значит, оттуда идет. Отсюда слева или справа. Картину я подписал «Орсдал», а по-русски, скажем, «Тревога». Вот интересно будет это для молодых, для сегодняшних растущих детей, для внуков, для правнуков. Это уже не надо час-два часа что-то объяснять, где-то кому-то что-то посмотрел, запомнил. Гимн Республики Ингушетия утвержден в 1993 году. Автором слов является известный ингушский поэт Рамазан Цуров, автор музыки и первый исполнитель гимна – народный артист Ингушетии Руслан Зангиев. لامي مخك خوزاغ دولداق دالاتsa ulhaq algaychi kuryalısh niqhu haydaxu deni mellat yaxhu algaychi Allah del nitsbag algaychin vezindel yaxi algaychi Allah del nitsbag algaychin vezindel yaxi algaychi. Руслан Зангиев родился 7 июня 1964 года в Назрани в семье известного ингушского журналиста Микаила Зангиева. Окончил Грузинский государственный театральный институт. Трудовую деятельность начал в Чечено-Ингушском драматическом театре. Один из ярчайших ингушских актеров современности, наш герой также успешно заявил о себе и в музыке. К сожалению, с Русланом Зангиевым, как уже было сказано ранее, нам побеседовать не удалось. С автором слов гимна Рамазаном Цуровым мы встретились в Джейрахе, где он сейчас и проживает. Родился я здесь, в Джейрахе, в 1966 году. Вырос здесь. Отец мой родился во Владикавказе. Оттуда их выселили. Бабушка была, без мужа. Дед мой умер до рождения моего отца. Он был единственным сыном в семье. Когда они вернулись из ссылки казахстанской в 1957 году, все попытки заселиться в дом во Владикавказе, они, орджоникидзе тогда, они не увенчались успехом, и они вернулись на родовые земли Джейрах. Я вырос вот здесь, окончил школу. Стихи я начал писать примерно в 14 лет. Так,
как бы это объяснить, просто как бы в один прекрасный день, но это произошло после долгого такого чтения. Чьи произведения на вас такое впечатление производили? Тогда можете вспомнить, Рамзан? Ну, как вам сказать, мне попадались и сами издатовские вот стихи, были просто переписанные от руки, я не помню. Да, конечно, стихи Киплинга и в Советском Союзе издавались. Мне очень нравился Киплинг. Но редко где можно было найти сборник стихов Киплинга. Я помню, какое сильное влияние на меня оказал «Ворон» Эдгара По, «Баллада о Западе и Востоке» Киплинга. Много еще стихов. Как-то Киплинг ложился на менталитет наш, несмотря на то, что он такой рафинированный англичанин, там все такое, но его стихи, его как будто они были написаны для нас. То есть там было очень много такого несоветского, как говорится. В общем, после этого я начал писать. Нельзя сказать, что чего было больше лирики, там, ну, обо всем. В 9 классе я познакомился с Идрисом Базоркиным. Ну, я знал, что он приезжает в Арымхи, там была дача завода «Электроинструмент». Сейчас ни дачи нет, ни электроинструмента нет, ничего нет. Но тогда это была дача завода «Электроинструмент», и они позволяли Базоркину Идрису там отдыхать летом. И вот он меня позвал сам. В итоге оказалось, что несколько стихотворений, тетрадь попала к нему. И он меня позвал, чтобы немножко так отругать. Сказал мне вот так, доверительно: скажи, откуда ты списываешь эти стихи? Ну, я тоже, не то, чтобы мне было обидно. Нет, такой обиды не было. Хорошо, он говорит, я тебе дам тему, просто чисто технически переведи вот это в рифмованный текст. Дал тему, я написал, и на этом все закончилось, то есть поверил. Несмотря на такую большую разницу в возрасте, мы были очень дружны, вплоть до его смерти. В этом процессе этой жизни, начиная с 15 лет, я был старший в семье, ездить на заработки. Ну, потом поступил на филфак в ЧИГУ, окончил его в 91 году. Еще до окончания университета Рамазан написал стихотворение, которому суждено было стать гимном Ингушской республики. Оно рождалось долго, это стихотворение. Оно было немножко другим, чем сегодняшний гимн. Когда написаны были? 90-й год. 90-й год. И был сразу же напечатан в самоиздатовском журнале «Дождь». То есть уже в 90-м году? Да. Эти стихи были? Да. В 90-м уже они были напечатаны. А как вы позиционировали вот это стихотворение? Изначально оно у вас шло как гимн, или вы еще не думали об этом? Как вы думаете, если я не думал над этим, почему я его назвал гимн Ингушетии? А он изначально Галгайчен гимн называется. Изначально, получается, это стихотворение вот так называется. То есть вы уже вот веря в то, что республика будет. Ну да. Написали, в общем, да, написали это стихотворение. Да. Работа по созданию гимна проходила непросто. Авторы столкнулись с критикой, которая, к сожалению, практически всегда сопровождает успех и часто бывает прямо пропорционально ему. Пошел такой черновой процесс. Первая музыка тоже такая черновая, и показ Руслану Аушеву. В общем, понравилось ему, и потом пошла доработка. После инаугурации возникли такие вопросы, что без конкурса прозвучал гимн, писателей, поэты, было очень много недовольных.
И был был конкурс. Первый конкурс был, и потом был второй конкурс. И, в общем, тоже подавляющим голосом прошел текст. Там были тексты многих людей, но, насколько я помню, 15 или 17 текстов, я помню, было. Тексты всех известных нам наших писателей, поэтов. Эта совместная работа двух талантливых людей отозвалась в сердцах большинства ингушей. Но ожидания Рамазана Цурова насчет музыки тогда не совсем оправдались. Первоначально мне музыка не понравилась совсем. Темп не понравился, не нравился мне музыки. Но в итоге, в конце концов, ко всему привыкает человек. Вот народу музыка понравилась, людям, большинству людей этот темп. Если говорить об этом, темп слишком быстрый? Быстрый, да? Был, а сейчас уже как-то спокойно воспринимается. Уже да. Привыкли, да? Да. Но я слышал исполнение гимназистов чуть-чуть в замедленном такой аранжировке. Не знаю, кто это делал. То это, да, совсем чуть-чуть там. Немножко нужно Немножко, да, чуть-чуть. Но... Сейчас даже не как автор слов, а как слушатель, как любой из нас, исполнение Руслана Зангиева. Но у него такой народный ингушский голос, и, в общем-то, как я воспринимаю, очень подходит. Исполнение Руслана Зангиева мне нравится больше, конечно, чем... Мы слышали другое. Потом разные версии, да. Потому что это было первое. Но это была жизнь. Вы же помните, как мы жили, какая у нас была ситуация в то время. Это была наша жизнь. Это действительно 90-е. Да. Сегодня Рамазан Цуров успешно работает в нескольких направлениях. Круг интересов нашего героя довольно обширен, но все, чем он так или иначе занимается, пронизано одной целью – принести максимальную пользу своему народу. Я занимаюсь разного рода деятельностью, занимаюсь туризмом, я провожу экскурсии. Это, можно сказать, даже вот последние десятилетия такая серьезная основа моей жизни, заработок, все такое. Еще я всю жизнь занимался обработкой камня. Тоже сначала я строил у себя, но я хотел просто выйти, когда начнется реставрация, чтобы быть задействованным в этом деле. Ну, частично так я задействован, у меня есть ученики некоторые. Обучаем их. А как поэзия, Рамзан, вот на фоне всего этого? Больше я прозу пишу сейчас. Уже переключились, да? Да. Поэзия, она должна идти сама как-то заставлять себя, при этом какое-то умение, все это, оно не ушло, оно осталось, но стихи я пишу мало. Может быть, я и вернусь в поэзию. Из литературы я не ушел, самое главное. Огромный опыт по реставрации архитектурных памятников, который Рамазан набирал много лет, он сегодня стремится передать другим. 2 факультета от топливно-энергетического колледжа, но это как филиал у нас идет здесь. А головной офис где? Головной офис в Очелуках, в Нижних Очелуках. Там. Здесь у нас факультет туризма и факультет каменщики, реставраторы. Ну, реставраторы каменного и деревянного зодчества, так называется факультет. То есть вы и преподаете, да, Рамзан? Да. И практические занятия. Работы, в которых вы участвовали непосредственно, по реставрации, можете назвать несколько там проектов? Конечно. Вот здесь фотографии есть.
Я полностью восстановил большой склеп 9 на 3 метра в Биште. Это я лично восстановил его. И частично работал на других объектах тоже. Как и в случае с гербом и гимном, на авторство официального флага Ингушской республики претендовали многие. Сегодняшний флаг Ингушетии утвержден 11 июля 1999 года. Предыдущий вариант флага был принят в 1994 году. Оба варианта имеют незначительные различия и разработаны на основе древнего ингушского флага. У нас в фондах музея сохранился первый вариант ингушского флага. Авторами этого флага являются Имагожев Ожахмед, Сагов Руслан и Сокиев Махмадгири. И просуществовал он вплоть до 1999 года, когда Дахкильгов Ибрагим внес свои изменения, и лучи были немножко закруглены. Вот сейчас я вам покажу этот флаг, каким он был изначально. Соотношение полотнища, полос, соотношение солярного знака к самому полотнищу, оно сохранилось. Единственное, в лучах были немножко закруглены окончания лучей. Идею создания общенационального флага многие ингушские деятели предлагали еще задолго до создания республики. Эти мысли нашли отражение как в науке, так и в искусстве. Художник Ожахмед Имагожев в своей картине «Аби» изобразил у войска Гаргареев флаг с белым полотнищем, в центре которого находится солярный знак. Эта картина была написана в 1983 году и закончена в 1985 году, то есть задолго до того, как воссоздалась наша республика. В зале археологии нашего музея находится картина, которая называется «Ингушетия». И именно на этой картине изображен флаг в той форме, в которой он был изначально утвержден. То есть именно с незакругленными лучами. Сама картина очень интересная. Флаг держит в руках первый президент нашей республики, это Руслан Аушев. На заднем плане мы видим молодой город Магаз, который только начинает строиться. Также на этой картине Дауд Аздоев запечатлел все те символы, которые характеризуют, может быть, нашу республику. Это и храм Тхабаэрды, и наши башни высотные с парапетами. И также очень интересна арка, в проеме которой стоит Руслан Аушев. Эта арка впервые была изображена в своих трудах Штедером. Картину автор вывозил на выставку в Санкт-Петербург. Он долго ее не возвращал, но вернул он немножко в переделанном виде. И мы видим, что на флаге он изобразил орла, орел на флаге как штандарт. И действительно, позже штандарт флага Республики Ингушетия, этот штандарт хранится и в кабинете у главы республики, и в представительстве Москвы. Именно вот штандарт в форме орла в нашей символике государственности сейчас тоже сохранился. А прототипом стал орел, так называемый орел Сулеймана, который хранится в Санкт-Петербурге в Эрмитаже, и копию которого нам изготовили. Этот орел был впервые выкуплен в 30-е годы для Ингушского краеведческого музея, который находился во Владикавказе. И после объединения Чечни и Ингушетии этот орел был передан в Чечено-Ингушский государственный краеведческий музей, откуда в 1939 году он был передан в Эрмитаж. Автором современного флага Республики Ингушетия считается известный ингушский ученый и писатель Ибрагим Дахкильгов.
Как уже говорилось, его вариант, принятый 11 июля 1999 года, не сильно отличается от предыдущего. В обоих случаях за основу взят древний ингушский флаг, представлявший собой белое полотнище с золотым солярным знаком в центре. Мы встретились с сыном выдающегося ученого Саварбеком Дахкильговым в их доме в Назрани. Саварбек многое знает о научной деятельности отца, часто разговаривал с ним на эту тему. Я помню, в детстве засыпал, когда была эта пишущая машинка, она стучит очень громко. Вот я засыпал под ее звуки и просыпался под ее звуки. Ну, всю жизнь он был в науке, всю жизнь уделял много внимания. В принципе, всю жизнь посвятил изучению фольклора, истории, языка. Ну, это его путь был. Он был, как бы, не представлял себя в другом амплуа. Это была его жизнь. Он действительно горел этим, жил этим. Ну, он всегда грезил еще, как говорится, в коммунистические времена, чтобы у нас была своя государственность, свой язык, потому что он говорил, мы не должны ассимилироваться с кем-то или как бы смешиваться с кем-то, у нас должно быть все свое. Да, он мечтал, и, конечно же, когда образовалась наша республика, он был очень рад. Был при Руслане Аушевом советником одно время. Ну, в общем, пытался активно помочь созданию, становлению республики, приложил все свои усилия. И был очень счастлив, что у нас своя республика, своя государственность, свой флаг, свой гимн. Наши корни происходят из селения Гекал, из такие исторические корни. А так уже далее, когда на равнину размещались, мы поселились в селении Далаково. Дахкильговы поселились, Дулук Дахкильгов образовал это селение. И, в общем, основная наша родня живет там, все Дахкильговы, большинство. Семья отца в детстве жила в городе Владикавказе до выселения. Его отец работал директором в школе Балта, мать была учительницей. Ну, были образованные люди на то время. Отец родился тоже в городе Владикавказе. В 1937 году, ну, в детстве, как и все, он был выслан в Казахстан. В 1957 году, вернувшись домой, они поселились в городе Грозном. На тот момент он поступил в педагогический Чечено-Ингушский государственный университет, который далее был переименован в Чечено-Ингушский государственный университет. В общем вузе он тоже учился очень хорошо, окончил с отличием. Все преподаватели, деканы его отмечали. И по окончании вуза весь преподавательский состав, руководство, все предложили ему остаться преподавать. Он был филолог, ингушский язык, ингушская литература. Ну и он остался преподавать, и в принципе по 1994 год он преподавал в Чечено-Ингушском государственном университете. Затем, когда в 1994 году уже был создан наш Ингушский государственный университет, он, соответственно, сразу же перевелся сюда, стал здесь преподавать. И, в принципе, до самой своей кончины, до 2014 года он преподавал. Также он был деканом, заведующим кафедрой. Также он возглавлял научно-исследовательский институт имени Чаха Ахриева почти 10 лет. В этот период выпущено много литературы. Вот, допустим, антология ингушского фольклора в 10 томах выпущена. В целом им было издано много книг, касающихся нашей истории, нашего языка, фольклора. Он много уделял внимания самообразованию. Еще в студенческие годы он записывал фольклор от тех старцев, которые еще до выселения, которые сохранились, которые жили, которые знали нашу историю более глубоко. И все записывал, все фиксировал. Еще вот в те годы у него уже зародилась такая идея о создании нашего какого-то знамени. Будучи в горах, он все фиксировал, фотографировал, брал интервью у наших стариков. И вот в те годы уже, это был 1976 год, им была издана книга «Куки Денул». Тут уже как бы проект нашего флага. В наших горах я столкнулся вот с изображением этого знака, помещенным на наших горных башнях. Вот у меня вышла моя книга, первая монография «Ингушская литература». Тут я поместил этот знак. Вот он находится. Далее я выпустил книгу детских рассказов. Вот вы видите, тут мальчик, главный герой, он мужественный, борется там и так далее. Его поставили знаменосцем
Вот это знамя я нарисовал, а художник его дорисовал, еще сверху какую-то полосу сделал. Знамя в центре находится вот этот наш солярный знак. Ибрагим Дахкильгов внес огромный вклад в развитие ингушской науки и литературы. До последних дней жизни наш герой вел научную и преподавательскую деятельность. Уже в марте 2014 года, после очередного занятия, ему стало плохо, в общем, он попал в больницу, и, к сожалению, 14 марта 2014 года его не стало. Конституция Республики Ингушетия, принятая 27 февраля 1994 года, разработана ингушским ученым Муратом Келиговым. Этот случай написания, по сути, юридического документа философом можно назвать уникальным. Это должен был юрист писать, лучше. А мне помогло, философия помогла мне. В чем? А в том, что я уже знал, что такое теоретическое мышление, я знал, что такое абстрактные понятия. Я уже знал какие-то вещи, как делаются политические конструкции там, и так далее. Поэтому я был готов, это тоже сыграло свою роль, как бы ее продвижении. Мурат Келигов родился 15 августа 1943 года в селе Кантышево Ингушетии. Детство и юность нашего героя прошли в Казахстане. Там он получил образование. В начале 70-х годов Мурат Келигов вместе с родителями переехал в город Грозный, где начал работать в Государственном нефтяном институте. Мурат Келигов – первый доктор философских наук из числа ингушей. Также он является первым председателем Народного собрания Республики Ингушетия. Сегодня Мурат Келигов – профессор Ингушского государственного университета. Проживает в родном селе Кантышево. По прошествии стольких лет, подводя итоги, можно смело говорить о том, что государственная символика и Конституция Республики Ингушетия наилучшим образом отражают культуру, историю и сущность нашего народа. И главные символы нашей государственности и ее основополагающий документ, авторы которых вложили в эти работы не только все свои знания и умения, но и душу, достойно прошли испытания временем.